Ну а теперь... Встречайте. Дизайнер Кадыр Тванба, Республика Абхазия. Коллекция разработана для государственного заслуженного ансамбля народной песни и танца Республика Абхазия имени Василия Царгуш. Дизайнеры Салима Хашик и Сарида Цвыжба, Республика Абхазия. Апса – это больше, чем одежда. Это попытка запечатлеть неуловимую абхазскую душу в линиях, тканях и деталях. Мы верим, что традиции – это не музейный экспонат, а живая энергия, которая может и должна присутствовать в жизни современного человека. В основе коллекции Апса лежит культурный код. Отголоски национального костюма, символика, содержание, благородство силуэтов. Мы создаем вещи для тех, кто ценит свои корни и открыт миру. В коллекции Апса основным элементом является цветочный орнамент в разноцветных ярких тонах, который вышит вручную. Такую вышивку делали абхазки на бурках внутренней стороны подола, что показывало высокое мастерство.
Такими элементами дизайнеры и вдохновлялись. И примером была столетняя бурка, которая сохранилась в первозданном виде. Музыка хватайтюй, гейш хай иерархиюй. Орираща, хайн хэша хапашашу. Айбар крашаратын, эл шарады заяхзын. Адуней бхарс ашвейлару, ажалай узымхо. أشعلي والحارو أشعلي حمام بسقاشا وريدري رايد راشا موسيقى وارفر لارو أذقلش وارخن لارو وري راشا أو راشا إيزا كوريلا زاشا موسيقى وزيتيوي إيش في حشر خيوي إشباسيرو حشاشا إشبانالو حقوشاشا خاناخس عاشا حساشو وريدري رايدا راشا وريدري رايدا راشا رايدا راشا أو راشا На сцену приглашается министр энергетики и газоснабжения Приморского края Елена Шиш и глава города Энергодар Максим Пухов. Уважаемые коллеги, дорогие друзья, во-первых, большая честь присутствовать на таком масштабном мероприятии, которое объединяет не только атомные города, но и объединяет также наши содружественные страны. Большое получила удовольствие наблюдать за всеми коллекциями, за также Беларусь, Абхазия, вообще отдельно. Прям хотелось бы поблагодарить за коллекции. Хотела бы сказать, что вы такие юные, но вы уже большие профессионалы своего дела. Ну и, конечно же, хотелось бы пожелать всем такого вот, как министр энергетики, это, конечно же, чтобы ваша жизненная дизайнерская батарейка никогда не садилась, чтобы ваше счастье было наполнено током позитива, а ваши внутренние трансформаторы никогда не перегорали. Спасибо. Видели прекрасные примеры и национальной одежды. Вот ребята из Абхазии потрясающе, прям музыка была уникальна. Я прям прошу аплодисменты отдельно. И знаете, даже было ощущение, что, так как это чувствуется, вот осанка, выправка, когда ребята выходили, что хочется прям их движения, вот их вот эти, да, вот мне машут флагом Абхазии, привет. Чувствуется, что хотелось даже двигаться по-другому. Вы вот несете этот культурный код, и это очень ценно, ребят, это здорово. И также хочется, чтобы каждый дизайнер, каждый творец в своей работе, неважно, чем вы будете потом заниматься, в какое направление вы выберете, в любом случае творческое, несли вот эту составляющую своей территории, своей страны, гордились этим. Дорогие друзья, на сцене, в этом зале, вообще в наших городах живут очень талантливые люди и талантливая молодежь. Именно им принадлежит будущее, будущее наших сложнейших технологических предприятий и будущее наших городов.
И очень замечательно, что у этого будущее такое прекрасное и тонкое чувство красоты. Мы вам желаем творческих достижений, ставьте себе самые невероятные цели, никогда не сворачивайте с намеченного пути, только вперед. И, конечно, хотел бы сказать отдельные слова благодарности в адрес педагогов, которые вкладывают свою душу и сердце в эту работу. И, конечно же, слова благодарности в адрес госкорпорации «Росатом» и концерна «Росэнергоатом» за те невидимые инвестиции в это прекрасное, замечательное будущее наших городов, наших предприятий, наших стран. Спасибо вам и всем успехов! Ксения Воронцова. Игорь Чепурин. Егор Кириченко. Чернявская Елена. Зеленская Алла. Кадыр Тванба. Сарида Цвинжба. Салима Хашик. Калач Крипта. Видимо, так. Наталья Рогова. Детская школа искусств, город Лесной. И Оксана Аненкова. Я хочу соединить современным стилем национальную абхазскую культуру, соединить, чтобы в жизни больше места имела абхазская культура. Я сам художник, но короткими словами, если объяснить, кто я сам артист. Касаемо творчества, разные образования имею. И именно как дизайнер, скажем, эти костюмы я сам тоже одену как танцор, поэтому меня интересуется новые что-то увидеть. Сегодняшний день на показе, который костюмы созданы уже 10 костюмов, и 5 женских, 5 мужской, которые костюмы будут на показе. Сегодняшний день государственный заслуженный ансамбль народные песни и танцы. Абхазская культура, вот сейчас что я одену, я могу спокойно одеть и выйти, гулять тоже. У нас богатая культура, поэтому национальные костюмы не только мероприятия или на концерты, но мы сможем спокойно одеть свои национальные костюмы и участвовать где надо. Я думаю, который человек связан с своими культурами, и этого человека всегда интересуются такие мероприятия и моды. Я думаю, у нас следующий год больше будет интересно для молодых поколений. И для будущего, я думаю, больше и больше будет все. Я хочу так советовать, чтобы для дизайнеров, что они подготовят, смотрели в своей жизни, где видят эти вещи. Сегодняшний день я одену ахтарпа, это уже связано с своей жизнью.
Здесь вот из многих стран собираются, показывают свои изделия. Это колоссальный обмен опыта, новые знакомства, да, и это укрепляет и между собой связи. И это важный этап вообще в дизайне. И сегодня мы с честью представляем Абхазию здесь, на этой площадке. Рады быть здесь. Да. Сегодня представляем здесь наш бренд, коллекцию Апса. Недавно, вот месяц-полторы где-то назад, вот впервые Открыли свое да, личное производство, там, где мы отшиваем свои изделия, коллекции. И можно сказать, сегодня мы презентуем нашу первую коллекцию, чему мы очень рады. Скажите, вот первая коллекция, она рассчитана, это как там прет-а-порте от кутюр, или это, может быть, пойдет в масс-маркет и можно реально будет покупать ее? Это от кутюр выше, потому что вся коллекция вышита вручную. Это полностью ручная работа. Технику мы переняли у нас вот эту технику, растительный орнамент в цветочной вышивке можно встретить на бурках. В старину вышивали на подоле изнанку. Мы эту технику долго изучали, но вот перенесли на наши ткани и То уже есть, вот используем. да, концепцией нашей коллекции является 100-летняя бурка. И да, вот эту цветочную ручную вышивку можно было увидеть именно внутри. То есть если дома мужчины носили бурку, если внутри вышивка, значит дома есть мастерица. Да. Вот. И мы вот изнанку вот решили наоборот уже показать и рассказать об этом. Именно перенести это в женскую коллекцию. У нас очень востребована именно национальная тематика, особенно когда это интегрируется в современном дизайне, в современной моде, это еще больше вызывает отклика, скажем так. Ну, есть ли планы масштабировать это на соседей? Естественно, есть. Собираемся, да. Раскройте фразу «мода без границ». Что для вас что-то значит? Есть ли границы у моды, где они заканчиваются? Если есть? Ну, границ нету вообще в искусстве, в любом направлении. Просто надо знать свою культуру, свои традиции и уже держать это в голове и исходить из этого. Развитие моды в Абхазии на сегодняшний день радует очень тенденция и интерес молодежи к таким важным национальным вопросам, к национальной культуре. И сегодня наши дизайнеры презентуют именно национальную одежду. И, конечно, это очень радует. И вдохновляет также многих других молодых ребят подключаться и тоже выбирать это направление. И я думаю, что в следующем году будет больше проектов, связанных с модой и интерпретацией современной, да, современных интерпретаций национальной культуры через создание интересных костюмов. Мы вообще хотели бы, чтобы в будущем элементы национальной одежды были в повседневной одежде. Здесь представлены много художников, много дизайнеров, которые в своих произведениях, если можно так выразиться, несут культуру того или иного народа. Чем больше мы приобщаем молодых людей вот к таким вещам, будь это в Росатоме, будь это в других предприятиях в странах, тем сильнее развивается чувство патриотизма, культуры, уважение к старшим, уважение к настоящей действительности у наших молодых людей. И вот сегодня, честно говоря, я тронут до глубины души, когда вижу вот этих молодых людей, приехавшие из Беларуси, из моей родной республики Абхазия, из Турции здесь находятся дизайнеры. Ну, это же здорово. Ведь из Венгрии товарищи, с которыми я уже несколько раз встречаюсь. Каждая встреча людей разных стран это сближает, это сплачивает. И в это сложное, трудное время это так необходимо. Это просто значимо, и надо это делать. И не только в моде, и во всем, где только мы можем, мы должны уважать и любить друг друга, ценить друг друга. У каждого, прежде всего, есть национальность в душе и любовь к своей культуре, которую мы несем. Но каждый ее транслирует ровно в той степени
ну, будем говорить, максимализма, который необходим для самовыражения. Поэтому если ребята из очень разных территорий начинают культивировать свои корни очень, ну, будем говорить, чисто и открыто, я этого не боюсь. Я этого никогда не делал как художник. И я не хотел бы давать оценки, что это не нужно, либо нужно. Самое главное, что сейчас и сегодня будет нужна их честность, их открытость, их породистость в своей честности и открытости и их хороший вкус.